Возьмем Грузию. Там имеется более 30% негрузинского населения. Среди них армяне, абхазцы, аджарцы, осетины, азербайджанцы. Во главе стоят грузины. Среди части грузинских коммунистов родилась и развивается идея не очень считаться с этими мелкими национальностями. Они менее культурны, менее, мол, развитые, а посему можно и не считаться с ними. Это есть шовинизм. Шовинизм вредный и опасный, ибо он может превратить маленькую грузинскую республику в арену склоки, и он уже превратил ее в арену склоки. Иосиф Виссарионович Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник статей и речей. Партиздат, 1934 год, страница 118. В конце беседы я задал вопрос академику Васу Абаеву. Василий Иванович, Грузия имела блестящих языковедов и сейчас имеет. Почему же они не составляют историко-этимологический словарь грузинского языка? На что он ответил? Грузинский язык полностью создан из заимствованных слов, и при составлении должны указывать связь того или иного слова с другими языками, и получится, что чисто грузинского языка не существует. Поэтому грузинские ученые воздерживаются от составления историко-этимологического словаря грузинского языка. Василий Иванович Абаев, советский и российский ученый-филолог, языковед, профессор, автор историко-этимологического словаря осетинского языка.